Здравствуйте, мое имя Павел, и я брат погибшего, убитого Никиты Кривцова. В Украине я нахожусь с 2016 года, я приехал сюда как волонтер, помочь украинцам в борьбе за независимость и территориальную целостность. Сейчас я учусь, и подрабатываю. Расскажи вообще, чем занимался Никита, какие у вас были отношения, может, какое вы общение поддерживали в то время, пока ты здесь находился? Отношения были братские, теплые, всегда мы общались. Но общались мы не очень часто, по причине того, что и он боялся, не боялся, страховались мы от того, что его нельзя было упрекнуть в общении со мной, потому что ко мне домой приходили из КГБ, к маме на работу приходили из КГБ, там запугивали разными страшилками, чем я тут занимаюсь, И мы переписывались в Телеграме постоянно, в секретных чатах, и сразу переписки удаляли, потом через недели-две, через месяц опять переписывались, и так всегда. Он ко мне приезжал, недалеко от этого места у нас было с ним последнее совместное фото, буквально тут в 100 метрах отсюда, где мы сейчас находимся. Расскажи, придерживался ли он этим летом какой-то, может, политической точки, или как так вообще вышло, что он был задержан? Никита придерживался, как сейчас говорят, новая независимая Беларусь. Он придерживался это давно, когда это еще, наверное, люди, большинство, кто сейчас протестует, не знали, что такое БЧБ флаг. Он всегда был такой позиции, что Беларуси нужна независимость и свобода, и, естественно, от одного Лукашенко надо было как-то избавляться, выборы нечестные. Он это все сам наблюдал, он все это осознавал и все время поддерживал, грубо говоря, оппозицию. А в данный момент не оппозицию, а выбор народа. Так. Он ходил, и когда была предвыборная кампания, он брал свою дочь. Они с семьей ходили, подписывались за кандидатов. И он всегда вел активную гражданскую позицию. Он, получается, выходил там 9-го, 10-го, ну, то есть с народом выходил. Да, мой брат, он был, как сказать, находился в разных местах всегда, и 3 основных места, где он был, это Жодино, Минск и Молодечно. Этих 3 городах он постоянно был и переезжал с одного города в другой. Но семья у него жила в Жодино, сам он работал под Минском. Иногда оставался в Минске, чтобы ездить на работу ближе. Иногда приезжал к родным в Молодечно, к друзьям в Молодечно, на футбол. Он интересовался футболом очень и приезжал на футбол в Молодечно. И 9 числа он был как раз таки в Молодечно. И вышел, как и вся Беларусь, грубо говоря, на протест, не согласны с выборами. Как вы узнали о том, что он погиб? Когда вы поняли, что не можете там дозвониться, или как это вообще было? 9 числа я не знал, что он был на митинге. Мы до этого с ним не общались, потому что мной интересовались в Беларуси очень, как сказать, активно. Всех моих знакомых спрашивали, не знаю, где я, что я, чем я занимаюсь. И с братом мы не общались накануне выборов, и я не знал, что он молодечно выходил. Но числа 12-го я уже переживал, потому что он не выходил на связь вообще. Я ему начал уже писать числа 11-го, он не выходил на связь, 12-го я уже запереживал. Я не знаю, что-то у меня внутри было такое. Я всем своим товарищам, которые тут были, я говорил, что очень за брата переживаю каждый день. Я каждый час, наверное, даже повторял, очень переживаю за брата. И 12 числа я уже написал на онлайнер, тогда уже были списки там пропавших, кого не было в списках задержанных в больницах. Я эти все списки мониторил, смотрел, нигде его не было, и я оставил заявку, как будто он пропал. Все. Потом числа 14 уже подключилась и мама, и жена. Начали активно искать, по знакомым всем спрашивать. Была информация, что он, возможно, уехал в Россию, в Смоленск. Мы проверяли, его там искали. Никто его не видел, никто ничего не знает.
Ну и 18-го уже, ну все это время его искали без заявления. 18 числа уже жена пошла писать заявление. Ну уже действительно мой брат мог пропасть, ну вот, если бы он хотел залечь на дно, но кому-нибудь бы он сообщил, где он и что, чтобы кто-нибудь знал, и родным бы хотя бы сказал. Вот. И 18 числа жена уже пошла в Жодино написать заявление, то, что он пропал. Ей там сказали, типа, извините, вы не можете написать заявление, типа, заявление должны писать родственники, где он прописан. Ну, жена позвонила маме в Вилейку, это недалеко от Молодечного, город маленький, там, где он прописан. Мама пошла там в РОВД, ей там сказали, типа, чушь, вы вообще не можете писать заявление, потому что вы его не видели 2 недели, там такая... Все, и потом жена, насколько я знаю, позвонила потом в Следственный комитет в Минск. Ей сказали, идите писать заявление. Она пришла в Жодино в тот же РОВД, и тот же человек без проблем принял заявление. Вот. И так начали его искать. И вот 22 числа я был на работе вечером. И вот мне сначала написал двоюродный брат. Потом близкий друг Никиты написал мне сразу же. Ну, это все произошло в минуту времени. То есть, и так вот я узнал, что его нашли. А как с мамой ты, наверное, поддерживаешь общение? Как мама узнала, как сообщение, в принципе? Позвонили сразу маме и сказали, типа, вы знаете такого-то, такого-то? Никто не представился, ничего. Она сказала, да, знаю. Ей сказали, нам нужна, типа, жена этого человека. Ну, он говорит, а в чем вопрос? Ее спросили, а вы кто? Она сказала, я мать. Ну и вот ей так и рассказали. А как вы, получается, похороны проходили, тело отдали? То есть проблем никаких не было, да? Были проблемы. Проблемы начались сразу же, как его только нашли. На следующий день мама и отец Никиты хотели его забрать. Они приехали туда в Минск, там начались какие-то вообще непонятные вещи. Им говорят, в одном РУВД им сказали, что не работают компьютеры, в другом РУВД там еще что-то сказали. В третьем РУВД что-то сказали, потом в конце концов сказали, приезжайте завтра. На следующий день они приехали, матери там сказали, что опознание провести вам нельзя, типа вообще никак. И ей сказали такую фразу, там как раз вот мама на тот момент общалась с журналистами Белсата, и вот есть это вот подтверждение, ее слова лично, она говорит, ей сказали, забирайте этот мешок и можете проводить опознание хоть где, хоть на крыльце, хоть в поле, нам все равно. Вот, и ко мне вот недавно приезжала мама, опять же, вот буквально пару недель назад, и она мне сказала то, что и в дальнейшем отцу Никиты угрожали, то, что, ну как угрожали, типа намекали, то, чтобы они ни в коем случае не имели желания открыть этот пакет и посмотреть. Вот. Похороны прошли с закрытым гробом, да? Да, похороны проходили в закрытом гробу, и Никита был в пакете с целлофановым. По мнению наших правоохранительных органов, что произошло? Почему он умер? По мнению Следственного комитета, он якобы повесился из-за того, что у них были какие-то проблемы в семье, там, развод с женой и так далее. Ну, это полная чушь, ложь. Ну, проблем не было никаких, да? Ну, конечно, как бы, это... Все ругаются, ну, у всех бывают конфликты в семьях, все иногда там с пылу, жару, там, пылят. Но такого, чтобы серьезно, вот именно вот развод, все, завтра идем, такого не было, конечно. Никита очень любил и жену, и дочь свою очень сильно любил. Уголовное дело не было возбуждено, правильно? Нет, уголовного дела не было возбуждено. До проверки проходили. Насколько я знаю, до сих пор у мамы нету на руках результат экспертизы, которая проводилась, нету ее. И буквально вот месяц назад, даже меньше, маме позвонили со следственного... недели 2 назад маме позвонили со следственного комитета и сказали, назначили они какую-то дополнительную проверку. Не знаю почему, пока неизвестно. Они только у мамы спросили, Никита был правшой или левшой, и все, и больше ничего пока что неизвестно. Но дополнительную проверку назначили. Для чего это, опять же, непонятно. Может, это будет, опять же, какая-нибудь клевета, что он что-то натворил, и от этого решил, типа, покончить с собой. Неизвестно. Но в тот момент, когда вот он выходил на протест, он был там, наверное, не один, шел со своими друзьями. Как вообще его задержали?
принципе, что говорят друзья? 9 числа он был, да, со своими друзьями. Некоторые из них потом переезжали в Украину. Я их встречал, общался. Они дальше уехали в Польшу. Вот. И там есть такой человек один, он очень был похож, антропометрия у него похожа с моим братом. Ну, то есть, вот. И после того, как этого человека... Мой брат 9 числа успел уйти, а вот этого человека задержали. И вот по приезду сюда он мне рассказал то, что когда его задержали, к нему подошел человек из ГУБОПа, взял его за горло и сказал, ну все, типа, ну, маты говорить не буду, все, конец тебе. Вот так и сказал. И все, после чего этот человек сказал, вы меня перепутали, это не я. Ну его отпустили, все, ну избили, конечно же, отобрали все, что было, ну и посадили в стакан. И он там сидел. Вот и все. Дальнейшее действия моего брата. Он уехал в Минск, это точно. 9 числа он уехал точно в Минск. 10 и 11 по неподтвержденным источникам его видели в Минске на протестах. С этим человеком, от которого эта информация, я, к сожалению, лично не знаком. И ручаться за это не могу, но я уверен, что так и было. Предполагаю, что он действительно мог находиться там на митингах, потому что 12 числа утром он приехал в Жодино и сказал жене, собрал пару вещей и сказал то, что ему нужно было залечь на дно, и уехал сразу же. Вот он утром приехал, через час буквально уехал. Вот. Сказал то, что на него хотят завести уголовное дело о организации массовых беспорядков. Вот. Потому что вот когда человека вот этого похожего на моего брата задержали, его родным сказали то, что все, он будет уголовное дело по статье о организации массовых беспорядков. Вот. И все. И насколько я знаю, это такая как бы профилактическая была вот у структур среди фанатов распространить то, что вот каждый, кто будет задержан на основании организации массовых беспорядков. Вот. И все. Что дальше было, я не знаю вообще. Кто-то говорит, что он 13-го должен был поехать на работу в село Королев-Стан, там, где находилась база, на которой он работал. Кто-то еще что-то говорит. Кто-то говорит, что его задержали прямо уже непосредственно у работы. Непонятно, неизвестно. Ну, вообще, твой брат, вот насколько ты его знаешь, он сделать действительно с собой такое? Или он был сильный человек, и никакая бы там проблема, Да нет, беда? это чушь, это полная чушь, что это самоубийство, это невозможно, ну просто невозможно. Вот я еще раз повторюсь, все дни, вот первые дни, когда это произошло, я вот перебирал в голове, но это невозможно. Он сильно любил свою дочь, ну он бы никогда ради нее, хотя бы он бы такого не сделал точно, ну никогда. Он любил жизнь, он был жизнерадостным человеком, общительным, добродушным, веселым. Он бы этого не сделал никогда. В крайнем случае, если бы у человека были какие-то мысли о суициде, я думаю, он бы не выходил на протесты и не парился, что там будет дальше после этих выборов. Ему было бы это безразлично абсолютно. И дальше, потом, через несколько недель после случившегося, мне прислали фотографии с места происшествия, где вот он висит, грубо говоря. Но он там не висит, он стоит. Он просто стоит на земле. То есть, насколько я знаю, некоторые самоубийцы, чтобы покончить жизнь самоубийством и нету где повеситься, они обматывают себе руки скотчем, чтобы суметь, просто тело не сработали защитные механизмы, и он просто не освободился само по себе. Но там невозможно было повеситься самому никак, вообще никак. Тем более на своем ремне. Это невозможно. А по их мнению вообще, как его нашли? Кто нашел там? Нашел охранник этого лесопарка. Там буквально 100 метров, 150 метров от дороги. Там постоянно ходят люди. Даже вот зимой есть такой блогер футбольный, я не знаю, из России. Как его зовут? Красава, что ли? Да, Красава. Вот его зовут Красава. И вот он недавно тоже снимал ролик об этом, вообще о ситуации в Беларуси. И вот он ходил на это место. Это 150 метров от дороги, там лыжники ходят, и летом там выгуливают собак постоянно, там, есть движение людей. И то есть, как Следственный комитет говорит, что он там неделю провисел на такой жаре, да и в куртке, в которой он был, это невозможно. Он бы просто не провисел так неделю в такой жаре биологически, просто бы упал.
грубо говоря. Ну, это бред. А нашел его охранник, который якобы делал там обход. Вот. Он делал обход и нашел. Ну, там много всяких недостатков в деле. Как бы. У него там посмотрели, наверное, что он женат. Ему надели на руку женское кольцо. У него в сумке были чехлы от каких-то непонятных телефонов, которыми ну, вообще... Вот. Документы лежали в куртке, хоть он всегда носил поясную сумку. И, ну, там много всяких несостыковок, которые говорят о том, что это ну, было сделано целенаправленное убийство. Ну как вы дальше будете, если там вам откажут, вот экспертизы какие-то еще там проводят, заявления они вообще никак не хотят принять, да? Потому что, Нет, это самоубийство и все. все, и они по-другому не Ну, будут. будут, конечно, вот эти допроверки, но они же ни к чему не приведут, и все это прекрасно понимают.